ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Впервые в Ухте наряду со студентами в этом году выпускной бал устроили для школьников. Около мемориала павшим воинам собрались еще недавно ученики старших классов. В большинстве своем это обладатели медалей за успехи. В этом году их 66 человек. 39 получили золото и 23 серебро. Для сравнения, в 2017 году медалистов было 55, а позапрошлый год был еще менее урожайным. Если говорить о рейтинге среди учебных заведений, то в 2018 есть особенно результативные. В этом году у нас очень порадовал Ухтинский технический лицей. У нас 21 медалист, такого за всю историю деятельности данной образовательной организации не было. Поэтому это действительно очень хороший результат и замечательный выпуск. Также начальник управления сообщила, в этом году в Ухте ЕГЭ по русскому языку, а это не самый простой предмет ныне, сдали все, ни одной двойки. Около Вечного огня выпускникам озвучили напутственные слова, а затем нарядной колонной все прошли по улицам Ухты. Ленточки, красивые платья, элегантные юноши в костюмах да по жаркому мареву ухтинского дня в ожидании грозы приковывали немало удивленных взглядов. Торжественно вручили медали в спорткомплексе «Буревестник». Вначале, естественно, на сцену пригласили обладателей золотых наград. Для некоторых выпускников эти самые медали стали сдержанным словом, семейной традицией. Я безумно счастлива, на самом деле. Я очень долго ждала именно этого вручения, именно этой золотой медали. Так получилось, что моя мама и сестра старшая закончили школу с серебряной медалью, и когда-то в начальной школе я пообещала, что закончила с медалью золотой. Так оно и вышло. Однако некоторые школьники особых чувств не испытывали. Говорят, 23-го в День молодежи было и то больше эмоций. Это мы узнали, пока говорили с юношами и девушками. Первый ухтинский бал выпускников для школьников вызвал неоднозначные отзывы. Возможно, не хватило яркости и молодежного задора взамен сверхпорции помпезности. Стоит подумать. До следующего года.